Всех приветствуем! С вами исторический подкаст «Ход истории» от Самас Абисалов и Рустам Хадаев. Всех приветствую! Сегодня мы уже обсуждаем тему, которая близка к нашей эпохе, тема, которая у многих кроется еще буквально в воспоминаниях всего, опять же, поколения той эпохи. Мы сегодня обсудим золотой век социализма в Осетии и, в частности, деятельность Белара Кабалоева. Мы попробуем разбить весь рассказ на две основные части. Это конкретно личность Белара Кабалоева, его вклад в историю Северной Осетии. Ну и Осетия в ту эпоху, как она выглядела, какие события происходили на территории региона и как это все было связано с как раз-таки личностью Белара Кабалоева. Можно сразу начать, опять же, рассказ о том, что действительно эпоха была очень такой спорной в плане событий послевоенных, в плане обстановки. Надо сказать, что война на территории всего Советского Союза, она оставила очень глубокий шрам. В первую очередь этот шрам, он отражался на экономике. И экономика в регионах, она претерпела определенный упадок. И об этом нам говорит статистика. Мы чуть позже воспользуемся определенными данными в области промышленности, тяжелой промышленности. Попробуем сравнить период военный, довоенный, ну и уже послевоенный. И опять же поймем, что вот этот вот промежуток после войны в течение, опять же, 15-20 лет, он был периодом восстановления, когда регион и вся страна, она стремится к восстановительной практике во всех отраслях и сферах жизни. И тут важно подчеркнуть, что порог, скажем, правления Белара Кабалоева, да, или его статуса первого секретаря Северной Осетинской ССР, он как раз-таки выпал на этап такой индустриализации. Поэтому также особый акцент мы поставим на промышленности, изменение, опять же, промышленного потенциала и также сравнение с тем, что было раньше. В целом, если сейчас не пользоваться какими-либо подробностями, можно сказать, что все те события, которые произошли в ту эпоху, в этот промежуток времени, они в буквальном смысле, большая их часть, они наложились на период руководства в лице Белара Кабалоева. Но немалую часть этих событий спровоцировал именно он. В плане, опять же, учреждения каких-то стратегически важных объектов, в плане развития инфраструктуры, в плане развития культуры и образования. И это также нам с тобой предстоит обсудить. Да, Самас, наверное, ты прав в том, что некоторые события наложились как раз на эпоху Белара Кабалоева. Вообще нам для исторического контекста, наверное, нужно понимать, что это за эпоха. Она у нас и в историографии, и в принципе в обществе принято называться застоем. То есть экономическим застоем, стабилизацией некоторой ситуации, как экономической, так и социальной. В ту эпоху, как во всем Советском Союзе, так и в частности в Северной Осетии, Алании, где первым секретарем как раз был Белар Кабалоев, идет рост промышленности, идет рост ввода жилья, причем многоэтажного жилья, и, соответственно, все это было и в Северной Осетии. Помимо этого развивается очень сильное образование. Но да, это действительно было во всем Советском Союзе. Большой фактор был именно Белар Кабалоев, потому что если бы не его личность, такого количества учебных заведений, такого количества жилья, такого развития абсолютно в каждом населенном пункте Северной Осетии не было. Так что этот период мы, рассказывая, упоминая его, не можем не упомянуть как раз Белара Ямазаевича Кабалоева. Между прочим, Рустам, я думаю, еще в рамках выпуска мы также должны поговорить о некой оценке личности самого Белара Кабалоева, потому что, скажем так, любая повестка новостная, любое мероприятие в честь его имени и, в принципе, даже какой-то статейный материал всегда пробует дать некую характеристику заслуг и достоинств. Конечно, у этого есть и обратная сторона, которая касается конкретной исторической реальности, да, когда он сыскал, опять же, негативную славу. Но мы действительно сегодня также попробуем вот именно подчеркнуть его роль в жизни Осетии. Не просто, опять же, символически представляя Осетию, а вкладывая в Осетию определенный ресурс и прям сделаем
большое ударение вот в этом вопросе. Да, мы с тобой еще описали в начале его экономические свершения, то есть экономические свершения той эпохи, рост промышленности, рост жилья. Но также нужно упомянуть то, что мы сегодня будем говорить о действительно важных исторических событиях. Это и Дворца пионеров, и стадиона, и манежа. Но, наверное, акцент мы поставим отдельно и отдельно поговорим о введении в эксплуатацию, наконец-то, Рукского туннеля. То есть то событие, благодаря которому Осетия и север, и юг наконец-то между собой были связаны. Поэтому в какой-то момент мы обязаны будем вместе с тобой об этом поговорить. Давай уже тогда перейдем к личности Белара Кабалоева. Думаю, ты не против поделиться тонкостями его жизни, о которых ты знаешь. Я думаю, ты как уроженец Кабардино-Балкарии, возможно, даже более подробно о них знаешь. Но да, это стоит упомянуть. Белар Ямазаевич Кабалоев, он родился именно на территории Кабардино-Балкарии, вырос там. К слову, его личность, конечно, не может упоминаться без упоминания того, что он знал 3 языка. Как минимум. Он знал остинский, он знал русский, и, будучи уроженцем Кабардино-Балкарии, он также в совершенстве владел именно кабардинским языком. Причем и культурные особенности он каждого народа понимал. И вот как раз детство провел на современной территории Кабардино-Балкарии, в той местности, где проживало огромное количество остин-дегорцев. Это села Старлискен, Узрек также современный. Там Кабалоев свое детство и провел. Уже потом в Нальчике, в педагогическом училище он получает образование. В Москве уже высшее образование было как раз близкое нам. Это образование историческое. И с 40-х годов он начинает свою деятельность в качестве члена партии. В Кабардино-Балкарии большую работу провел, но в 50-е годы он уже переехал на территорию Северной Осетии. Там не просто большую работу, надо сказать, в принципе, комсомольско-партийная деятельность вся у него начиналась в Кабардино-Балкарии. И с этим, наверное, связана его такая вот первичная карьера партийная и обкомовская, которая потом уже, конечно, дала определенные результаты уже на территории Северной Осетии. Еще вот добавлю, одно дело родился, другое дело вырос, но ты очень хорошо заметил факт того, что он действительно понимал культурные особенности, и это давало определенную гибкость. Поэтому, да, вся его деятельность, она была действительно связана с партийной карьерой, которая была в будущем очень хорошо реализована в самой Осетии. Давай уже потихоньку озвучим как раз-таки этап становления первого секретаря Северо-Остинской ССР в лице Белара Кабалоева. Как много кто уже подчеркнул, действительно больше, чем любой другой, опять же, руководитель региона, более 20 лет он просуществовал в статусе секретаря на территории Осетии. Срок большой. И за этот срок, конечно, он совершил ряд важных событий, ряд важных свершений для самой республики, но все равно это всегда преподносят с тем умыслом, что все равно на многие годы вперед. Не так, что большой срок, и этот срок как бы в принципе все умещает. Нет. И с пониманием, что это все еще и на перспективу. И действительно, мы сейчас вот об этом и будем говорить. Вот еще не так давно ты также сказал, что был построен манеж, было построено очень много образовательных учреждений при, опять же, его правлении, будем говорить так. В буквальном смысле появилась культурная интеллигенция, уже ядро культурной интеллигенции. Оно было сформировано и ранее, это факт, и отдельные элементы существовали, но, наверное, при нем это все как-то формально оформилось. И даже побольше скажу, разнообразие вот этой самой интеллигенции, то есть разные сферы искусства, культуры, они тоже приобретают, опять же, свой смысл. В том числе премия, которая была сформирована при его руководстве, премия имени Кустали Ивановича Хатагурова, как раз-таки связанная с, опять же, подъемом культуры. Сборник сочинений, который тогда был составлен, опять же, тоже в его бытность. И, опять же, все это в совокупности формирует картину человека, который готов развивать свой регион и развивать его в разных отраслях. Не только регион, но и, наверное, национальность.
То есть он действительно развивал и остинское образование. Мы чуть позже упомянем общий рост образовательных учреждений, но если мы возьмем конкретно работу над остинским языком, тогда же появляются буквари, тогда же появляются школьные учебники для как начальной школы, так и уже для средней, старшей школы. Активный перевод произведений Косталя Ивановича на русский язык идет. И наоборот также. Произведения мировой классики, мировой литературы, они уже переводятся на остинский язык. То есть Белар Кабулоев отличался, наверное, именно тем, что он умел в себе сочетать качество и партийного деятеля, то есть в целом развивать регион, где проживало огромное количество национальностей. На момент начала деятельности Белара Кабулоева Владикавказ еще из себя, например, остинский город не представлял. То есть там проживало все еще огромное количество национальностей, и остины титульной нации там не были. Они как раз при Беларе Кабулоеве становятся титульной нацией уже в 70-е годы. Он развивал и регион, и при этом помогал развиваться остинскому этносу, именно остинскому народному образованию. Да, и наши национальные ансамбли, которые представляли национальные танцы, и Остинский театр тоже начинает развиваться бурно при как раз Беларе Кабулоеве. Так что он большой акцент делал на развитии национальной идентичности, национальной культуры. Если уже об этом заговорили, уже эта мысль, она была озвучена, что многие события, которые тогда происходили в Осетии, они как бы отождествлены с теми событиями, которые, в принципе, происходят в стране. И да, все вышеперечисленное – это очень большая заслуга и очень большой рывок в сторону интеллигенции, развития культуры. Поэтому я извини, что перебиваю, поэтому я озвучил в начале выпуска, что в целом эпоха такая была по стране. Когда развивается промышленность, развивается все. Даже не стоит упоминать отдельные сферы жизни. Но мы с особым трепетом вспоминаем имя Белара Кабулоева именно потому, что он также развивал национальную идентичность. Вот эта мысль, она уже против определенных религиозных устоев идет. Если мы про индустриализацию говорим, не все с тобой согласятся. Но в целом, да. Перечисляя вот все эти события и все эти уже достижения на тот момент времени, мы можем точно сказать, что помимо театрального искусства, помимо, опять же, в целом всей культуры, которая действительно тогда... Это даже не толчок. На мой взгляд, это действительно был запуск всего этого процесса. Такой вот прям активный. Надо подчеркнуть, что и спортивное поприще, оно сыскало успех именно в эпоху Белара Кабулоева. Начиная от борьбы, где у нас действительно появляются культовые люди, культовые личности, фамилии, чемпионы мира, олимпийские чемпионы. И заканчивая, опять же, футболом, который... всегда славился, да, всегда я тоже не буду говорить. Почему? Я думаю, об этом можно говорить. Именно благодаря тому периоду мы говорим сейчас о том, что Осетия в том числе, помимо Борцовской республики, является еще республикой футбольной. То есть, понятно, огромных свершений тогда еще у нашего клуба Владикавказского не было. Эти свершения пошли уже в 90-е годы, когда мы и призерами, и чемпионами становились. Кстати, вот недавно 30-летний юбилей был. Но фундамент стал закладываться именно тогда. Остинская футбольная школа как раз в 60-е и 70-е годы она начала строиться. И всего этого бы не было, если бы не было базы. Был построен стадион, 30-тысячный стадион, один из самых крупных на Кавказе. Уже будучи в современной России, он был в топе рейтинга. И поэтому все это, конечно, заслуга именно того периода. Мы не можем говорить, что футбол у нас, и как и любой другой вид спорта, вольная борьба, легкая атлетика, фехтование, любой вид спорта мы, если берем, ничего не появляется одномоментно. Когда-то этот фундамент закладывается. Мы можем однозначно говорить то, что фундамент закладывался именно в ту эпоху. Получается, да, получается, что и сама спортивная вот эта вот деятельность, в принципе, спортивное направление в регионе, оно действительно очень быстро подскочило. И в лице того же футбола, и не только борьбы, да, ты правильно подчеркнул. И опять же, все вышеперечисленное, оно все равно подчеркивает заслуги не только эпохи, снова скажем, а в частности Белара Кабулоева, который проделал в этом смысле колоссальную работу. То, что произошло именно в период его руководства республикой, это, как ранее ты уже и сказал, строительство Роксового туннеля. Это, наверное, архиважное событие для истории всей Осетии.
Однозначно. Даже не Осетии, а Осетии. Если мы говорим об административном разделении. И да, в первую очередь, если мы говорим про административное разделение, конечно, вот этот Русский тоннель, он стал ключевым и символически важным событием. И сегодня, опять же, любой материал, который описывает Белара Кабалоева, автоматически его ассоциирует с этим его достижением. Однозначно, это главное достижение. Решение многовековой проблемы, ну, это однозначно главная строчка в его биографии. Именно. И тут, наверное, нельзя просто взять и озвучить мысль, что вот он решил и построил этот тоннель. Немного просто надо объяснить, что это сопровождалось рядом барьеров, которые стояли на этом вопросе. В том числе это, конечно же, интересы соседнего государства. Это в том числе интерес соседней республики, причем интерес, скажем так, личностно-политического характера. Вот. И, ну, также вопрос, который касался географической возможности проложения этой самой дороги. И изначально предлагалось, опять же, несколько направлений. Дорога могла проходить как через Крестовый перевал, также через Мамисонский, ну и в том числе, опять же, как третий вариант, это уже Рохский перевал. Но архиважно было именно русское направление выбрать. Во-первых, оно исторически более удобно и географически более удобно. Но тут есть еще и тот момент, что Крестовый перевал и Мамисонский перевал, они выходят во внутренние районы Грузии. А нам нужно было связать конкретно Осетию. Это ты озвучил как проблема, но это была, скажем так, это целевой интерес самой Грузии. Именно тот факт, что он будет проходить через Рохский тоннель, конечно, для Грузии было неким опасением, что это идет на руку к вопросу сближения юга и севера. Тяготение. Поэтому, когда мы говорим, проложили тоннель в Южную Осетию, мы должны подчеркивать, что это не просто решение вот такое по щелчку, это решение, которое имело определенный экономический, политический и даже в каком-то смысле культурный подтекст. То есть не просто связь севера-юга, а в том числе для развития исторического потенциала Южной Осетии. Вообще исторического потенциала я не совсем корректно выразился, а в целом для развития самой Южной Осетии. Ну, вообще, нужно, конечно, сказать о том, что эта идея принадлежала не Белару Кабалову, и я имею в виду то, что идея появилась еще в 19 столетии. Но вот всегда интересы сталкивались. Во-первых, помимо сталкивания интересов, препятствий с разных сторон, было же еще препятствие в том, что, в принципе, через Рохский туннель дорогу строить или туннель строить, это вообще архисложно. Нужно еще и понимать и это, и туда нужно было выделить огромное количество средств. Ладно бы это был один небольшой туннель, но в итоге Рохский туннель, который в 80-е годы был открыт, он на тот момент стал самым длинным туннелем Советского Союза. Ну и вот Белар Кабалоев, у которого эта идея еще в 50-е годы начала сидеть, активно за нее взялся, уже будучи первым секретарем обкома Северо-Осетинской АССР. И вот уже будучи первым секретарем обкома Северо-Осетинской АССР, в начале 60-х годов он стал реализовывать эту идею. Но в 1964 году известен приезд Никиты Хрущева в Северную Осетию, где он вот как раз открыто говорит об этой идее и пытается ее реализовать. Кстати, вот ты знал, что в реализации планов лоббирования вот этого строительства также участвовал Иса Александрович Плиев? Да. И тоже немаленькую роль в этом сыграл. Ну и вот чтобы понимать, насколько тяжело осуществимой эта идея была, и чтобы понимать, сколько ресурсов, сил для этого потратил Белар Кабалоев, просто озвучим факт. Эта идея начала в нем сидеть в 50-е годы. В начале 60-х он ее уже начал реализовывать. Строительство начали только в середине 70-х. Такие временные отрезки, вот этот период, он открыто говорит о том, что это было достаточно сложно. Еще сложность в этом вопросе вызывала сама обстановка. Сама обстановка, опять же, в ту пору, потому что помимо вопроса, связанного с этой целью, был ряд других, опять же, проблем внутри республики. В том числе промышленные, да, сейчас уже наконец-то начнем более подробно рассказывать про промышленность и про ее историю. Это сопровождалось очень большой материальной ответственностью. То есть нужен был капитал, нужно было понимать распределение этого самого капитала, и нужно было еще параллельно решать вопросы, которые происходили тогда внутри самой Осетии. Касаемо промышленности, вот спорт подчеркнули культуру, обозначили, что, разумеется, огромный вклад в также развитие Южной Осетии, да, за счет строительства этого тоннеля.
Это звучит так, как будто бы как-то косвенно, но нет, напрямую связано. Как будто просто новую дорогу сделали. Да, как будто дороги просто не было. Да, как будто просто, действительно. Ну, действительно, стратегически важная дорога. И эта дорога стала затем уже дорогой жизни и в 90-е годы, и в нулевые. Ну да, это уже тоже связано с более трагичными обстоятельствами, вот, о которых всем известно. Ну, тем не менее, промышленность и вот с чего лично я хочу описать картину промышленности или, опять же, зерно индустриализации той эпохи. Во-первых, мы не можем говорить о том, что она тогда появилась. У многих выражение «подъем промышленности» или даже «индустриализация» почему-то сразу накладывает вот это явление на конкретный промежуток времени, да, вот на этот отрезок. Это не совсем правильная формулировка. Промышленность, она была, костяк всегда был. Вообще, республика, с точки зрения экономического потенциала, она, наверное, изначально появилась как промышленный регион. Даже когда в 18 столетии Осетия присоединялась к России, было очевидно, что эта территория очень богата различными рудами, то есть экономический потенциал очень высокий у этих мест. Совершенно верно, это был прямой интерес, да, то есть если она изобилует полиметаллическими рудами, значит, это все на руку будет играть нуждам и потребностям. И, опять же, раз уж туда вернулись в историю, правильно будет подчеркнуть, что такое ядро, первичное ядро промышленности закладывается еще в 19 столетии, и во второй половине, и формирование первого химического общества на территории, и, опять же, становление единиц по горнодобывающей, металлообрабатывающей промышленности. Это ведь было не только зарождение промышленной базы Осетии, а зарождение промышленной базы всего Северного Кавказа. В 19 веке начинало происходить. Именно, это такое, Осетия это просто, как мне кажется, одно из таких главных событий в освоении промышленности Кавказа. И далее уже эпоха 20-го столетия. Вот мы берем первую половину, пока еще довоенные времена. Еще в 30-е годы, к концу 30-х годов, у нас появляется очень важный, стратегически важный объект, и тот же электроцинк. И справедливости ради скажу, что на момент появления электроцинка, как любят говорить, градообразующего предприятия, да, подчеркивая тем самым его мощь и его КПД, на момент образования электроцинка, вот есть разные статистики, кто-то говорит, что и в период войны он там вырабатывал больше военной продукции, чем любое германское предприятие. Есть статистика, которая конкретно сравнивает внутри самого электроцинка. Ну, там, опять же, абсолютное преимущество он будет иметь чуть ли не в первый год, опять же, своего становления. То есть там вот сразу был опять большой скачок, потом был небольшой упадок, и вся промышленность вот в такой картине, она существовала и постепенно развивалась. Далее там будет развиваться сырьевая, далее строительная промышленность. Ну, если все начиналось с условного электроцинка, то вот на его же примере и будем продолжать. Далее, опять же, уже сменяется историческая реальность, уже проходит война. Мы уже сказали, времена застоя. Вот это тот период, когда промышленность упадет вниз. Опять же, поднимаем статистику, смотрим, какое отличие. Отличие почти где-то в показателе в 7 раз, где-то показатели в 10 раз. Да? То есть, опять же, упадок промышленности. Далее снова идет подъем. Имеешь в виду по всему Советскому Союзу? Ну, в частности, сейчас я говорю о статистике именно Северной Осетии. То есть, понятное дело, определенный упадок ощущала вся страна. Это период бессилия был, и определенный период бессилия. Ну, послевоенный период. Да, именно. И вот, наконец, идет ключевой такой промежуток времени. Это, получается, уже рубежи 50-х, начало 60-х, ну и вплоть до 80-х. Ну, даже если 80-е не берем, 70-е, да, вот с 40-х до 80-х. И вот тут уже внутри разбиваем 40-е-50-е, 50-е-70-е. И сравниваем. И если мы возьмем каждый из этих отрезков и просто сравним, опять же, по какой-либо единице, которая тогда производится на территории, опять же, Осетии, это, там, к примеру, крахмальная продукция, это, к примеру, мотогенераторы, это, к примеру, ну, ряд, опять же, объектов промышленности, то разница в том, что именно на период 60-х, 50-х, 60-х, 70-х в этом промежутке идет резкий скачок вверх. И, опять же, в проценте в первой половине, то есть 60-е это в 2 раза, 70-е уже где-то будет в 6 раз, далее в 7 раз.
То есть очень быстро промышленность набирает обороты. И даже та промышленность, для которой внутри Осетии не было сырьевой базы. Да, во-первых, она, кстати, закладывается. Да. То есть вот именно то также в этот отрезок появляется, как ты выразился, промышленность, для которой не было сырьевой базы. И тут она закладывается, и опять же, тоже за достаточно короткий промежуток времени набирает тенденцию роста. И все, оформляется регион как промышленный. Ну, я не скажу, что это какое-то официальное его представление. Осетия также еще и развивает сельскохозяйственную доктрину. Это ни для кого не секрет. Опять же, в этот же промежуток времени зерновая культура, в этот же промежуток времени, опять же, развитие животноводства. Развитие животноводства, овощеводства, то есть отдельные пункты сельского хозяйства развиваются и развиваются в разных направлениях. То есть нужно понимать, что, понятно, условия для выращивания различных сельскохозяйственных культур, для развития животноводства, все условия были, оно, понятно, было и до этого. Но вот именно в, так выразимся, промышленных объемах это появляется именно вот в период как раз Белара Кабалоева. У меня устойчивое ощущение, что прям каких-то хороших условий для развития сельского хозяйства, в целом всей доктрины, в Осетии, наверное, никогда не было. Прям Почему? Тут есть простая сравнительная практика. У нас мы во многом, если мы берем вот эту сельскохозяйственную отрасль, мы не то чтобы конкурентоспособны, допустим, если мы берем даже соседнюю Кабардино-Балкарию. И имеешь в виду климатические особенности? В том числе, да. Все-таки у каждой республики они свои. И сравнивать Дагестан, Кабардино-Балкарию и Осетию в этом вопросе, нет смысла. Понятно, что потенциал везде разный. И, на мой взгляд, да, вот промышленность, она и всегда имела такую, наверное, небольшой паритет. Или возможности, потенциал, который не было у нашего сельского хозяйства. Но, опять же, в этот промежуток времени, как, наверное, раньше, как и, наверное, потом, и даже сегодня, про сельское хозяйство не забывают, и действительно на это уходит немалый капитал, дабы развивать вопрос сельскохозяйственной доктрины, который развивался и в этот промежуток времени. Раз ты рассказал немного о промышленности, стоит, конечно, упомянуть то, что промышленность стала, можно сказать, базой для развития жилищного фонда. Многие уже узнаваемые районы города, улицы города, карта современного Владикавказа, она складывается как раз в ту эпоху. И вот еще раз я это упомяну, да, рост жилья по всей стране, именно многоэтажек. Но именно благодаря Белару Кабалоеву в таких объемах, объемы действительно были очень крупные, причем во всех районах города. Ну и, конечно, нужно сказать, что наш район БАМ во Владикавказе, огромный район, появляется как раз при Беларе Мазаевиче. Для этого нужна была, безусловно, и промышленная сырьевая база, и кирпичные заводы, и железобетон. Все это нужно было для строительства как раз огромного количества жилья. И вот перед тем, как жилье начали строить, вводить в эксплуатацию, нужно было решить проблему с тем, как раз эти предприятия устроены. И путем соединения мелких предприятий, которые по факту нормально не работали на момент 50-х годов, Белар Кабалоев решил достаточно такую большую проблему. Ну и в 60-е, 70-е годы огромное количество жилья было введено в эксплуатацию. И помимо того, что были введены в эксплуатацию жилые дома, все-таки и дворец культуры, и, как мы уже сказали, манеж, стадион, то же самое касается оперного театра. Все это появляется как раз благодаря Белару Мазаевичу. Мы уже перечислили целый список его свершений, целый список тех важных событий, которые произошли в нашей республике при руководстве Белара Кабалоева. Давай уже подведем определенный финал касаемо его карьеры в статусе секретаря. 80-е годы, в 81 году он уходит в отставку. И, надо понимать, делает это как бы добровольно на заседании. Очень гордо описывает сам процесс, с одной стороны, да, с другой стороны, подчеркивая, конечно, его человеческие качества. Опять же, этот период сопровождается всем известными событиями. События, которые... 81 года, да. Да, события, которые неприятным осадком остаются в памяти и, в принципе, в сознании людей. И как раз-таки, к сожалению, его отставка была связана именно вот с этой всей обстановкой. Но, опять же, подчеркивая его человеческие качества,
все, кто пытается о нем оставить хоть какой-либо отзыв, говорят, что нигде, никогда Белар Кабалоев не подчеркивал, опять же, каких-то своих свершений. Он действительно поступил, наверное, в каком-то смысле очень благородно, извинился перед всеми за что-то упущенные годы и добровольно ушел в отставку. Уже когда подошел 81 год и решение об отставке Белара Кабалоева, сама обстановка в Осетии, она в каком-то смысле она была накалена теми обстоятельствами, которые складывались в течение десятилетия, целого десятилетия. Винить личность Белара Кабалоева есть определенная тенденция, да, опять же, и она связана не только с Кабалоевым, это, наверное, привычка, в принципе, психологии людей, государства и так далее, находить какие-то теневые стороны. И вот винить Кабалоева в тех событиях 81 года, которые происходили в, опять же, ту пору, наверное, просто нельзя. Потому что совокупность всех этих событий или корень всех этих проблем, он уходит еще в более давние времена. То есть буквально 30-40 лет тому назад принятые решения, принятые не им лично, но именно они повлекли за собой ряд претензий и конфликтов, которые в будущем стали детонатором всех этих событий. И это просто совпало. Не в то время, не в том месте, вот можно таким языком описать, совпало с тем, что произошло. Есть даже вот такая мысль, что якобы сам Кабалоев был вынужден в каком-то смысле игнорировать те же национально-территориальные трения, которые, кстати, на всем Кавказе тогда их тенденция она имела место и повышалась в разных районах Кавказа. И он игнорировал эти вопросы, продолжая лоббировать интерес строительства Роксового туннеля. Вот есть и такое оформление этой самой мысли. На мой взгляд, оно вообще не жизнеспособно. Он сделал и делал для республики все то, что было в его силах. Но все те обстоятельства, которые происходили параллельно, происходили без его участия, в плане возможного даже участия. И, к сожалению, не в его полномочиях было решать такие вопросы. Но все выпало именно на пору его правления, его руководства республикой. Это сыграло в каком-то смысле с ним злую шутку. После отставки пройдет небольшой промежуток времени, когда даже Москва признает состоятельность решения его отставки, она отправит его в Монголию в статусе, опять же, главного посла, генерального посла, который будет выполнять и нести там службу, и также будет представлен к наградам на территории Монголии. Скажем так, да, авторитет и там он завоевал. Да, и там проявил свои лидерские качества. И также качество партийно-политического деятеля. Вот. И на этом уже в прямом смысле заканчивается его карьера. Далее уже этап в 1987 году он уходит на пенсию. И, можно сказать, с партийно-политической жизни Осетии он пропадает. Сама Осетия, она продолжает переживать те события и те исторические реалии, которые остались со времен его отставки. Но на этапе его отставки заканчивается так называемый «золотой век социализма в Северной Осетии». Можно считать, что та эпоха была успешной благодаря именно Белару Имазовичу Кабалоеву. Причем мы не можем упускать его лидерские качества, его природную харизму, его интеллектуальные способности, благодаря которым много свершений в Осетии произошло, как в промышленной базе, так и строительство Роксского туннеля, строительство аэропорта, возникновение многих уже культовых зданий, развитие образования, причем не только образования общего, но еще и образования национального. Все это как раз случилось при Беларе Кабалоеве. И если читать различные источники как раз по Кабалоеву, их немного, но можно по статьям, по различным воспоминаниям современников понять, что это был очень принципиальный и, да выразимся просто, очень хороший человек. Очень много случаев это описывает. Ну и, наверное, вот из таких книг, монографий мы должны порекомендовать одно произведение. Это «Эпоха Белара Кабалоева» в Северной Осетии. Составителем является Джабраил Габачиев. В этой монографии есть различные статьи
по тому периоду, где описываются экономические свершения строительства, по строительству жилья, свершением в образовании, выступлением остинских атлетов на даже мировой арене. Это статьи. Есть также статья просто как описание того периода, ну и, конечно, воспоминания современников, которые позволяют оценить тот период в истории Осетии. Ну а с вами был подкаст «Ход истории». Его ведущие я, Рустам Хадаев, и Ацамаз Абисалов. Всем спасибо и до новых встреч.